Умное лицо – это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, особенно если вы говорите об украинской политике. Несмотря на всю клоунаду, у партии до корыта наполеоновские планы – собрать простых людей, пройти в парламент и выгнать всех, кто там заседает сейчас. Поэтому и явили себя свету в исторический день. Именно 14 марта Горбачова вибрали президентом Советского Союзу. Якраз в тому ж році, в цей день, в місті Стрий Львівської області перший раз було піднято український прапор. Отличный над день. міськвиконкомом. Отличный день для начала украинской реконкисты. Отвоевывание собственной страны для себя. Идеолог партии Михаил Чаплыга пару лет назад уже возглавлял движение новых левых. Тогда пробиться в парламент не удалось, эпатажа не хватило. Вот сейчас компенсирует. Главный атрибут партии – корыто с капустой. Символ государственной казны. А мы предлагаем провести первый, веселый, добрый всеукраинский флешмоб. Показать, ну как бы это культурно сказать, всей этой системе, да, которая подумала, что она почему-то... Будь толерантним. Відношення. Наше толерантне відношення до цієї системи. Весело и без всякой агрессии. И без программы партии. Ее члены до корыта называют бессмысленной писаниной. Все равно никто не читает. Обошлись лозунгами «Хватит выбирать лучших из худших и за все хорошее против всего плохого». Наши политики любят говорить на всех ток-шоу, какие мудрые люди в Украине. Люди разберутся, люди сделают правильный выбор. И при этом я, как человек, который участвовал в разных выборах достаточно долго, знаю константу, что эти мудрые люди продают себя на выборах от 50 до 500 гривен. По большому счету, за один маленький походик в супермаркет. Продать свой голос за 50 гривен или бесплатно стоять за ложные идеи, наученные опытом, украинцы, похоже, свой выбор уже сделали. Господи, если бы вы знали, как вы мне все надоели. Елена Чеченина, Тарас Чкан, служба новостей «Волна», Киев. Пойми,